Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие близнецы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному проигрываются данные прогнозы, а, так как общий прогноз, поэтому смотрите, конечно, и знак асцендента, либо лунный знак. Особенно проигрывается хорошо асцендента. И, конечно же, не воспринимайте все буквально. Помните, ваша судьба только в ваших руках. Конечно же, всем спасибо за лайки, комментарии. И не забываем ставить лайки для обмена энергиями. Спасибо за добрые слова всем. И давайте-ка будем теперь... еще напомню, конечно, может быть, кто-то первый раз смотрит такие видео. Если я не замечаю какого-то совпадения в данном прогнозе, конечно же, пишите мне в комментариях, я обязательно отвечу вам и напишу, что может обозначать данное совпадение. Возможно, для вас это будет важно. Итак, дорогие близнецы, давайте-ка после такого вступления будем смотреть прогноз для вас 31 октября по 6 ноября. Так, заранее прошу прощения за свой голос, переболела коронавирусом, поэтому немножко вот еще такие вот хриплю еще немножечко так. Еще такой голос осевший. Так, ну что, дорогие мои, давайте-ка будем смотреть близнецы с 31 октября по 6 ноября. Так, угу. Как бы мне тут так под линеечку все. Так, не получается. Меня вечно заносит куда-то. Так, смотрите, первое событие у нас есть. Оно связано с каким-то знакомством. Либо любовь с первого взгляда, либо обновление чувств. Есть тут у нас такая ситуация. 6. Угу. Угу. Так, дальше смотрим. Смотрите. Так, дальше у нас идет какая-то печальная новость. Что-то вас очень расстроит. Давайте-ка посмотрим, что это у нас. Что это за печальная новость, касаемо чего это. Так, не у всех, конечно, это проиграется, то, что я вот сейчас вот посмотрю, допустим, но у многих проигрывается, кстати. Так, ну давайте-ка посмотрим. Глубокая печаль, о чем это? Из-за чего это вы так расстроитесь? Из-за какого-то сообщения. Кто-то или позвонит, или напишет. Кто-то какой-то близкий человек. Какой-то близкий человек. Может быть, из-за знакомства какого-то. Кстати, у нас тут вышло, тут знакомство. Может быть, из-за чего-то вы расстроитесь. Так. Что-то, какую-то, может, новость узнаете. Дальше. Дальше смотрим. Угу. Так. Неприятность. Ну вот у нас тут получается из-за чего-то расстроились, из-за какой-то неприятности. Неприятность. Неприятность. Покажите нам неприятность. Что это за неприятность? Ну, опять-таки, она тут выпала с этой печалью. Какое-то известие. Что-то, какую-то новость вы узнаете. Это будет что-то неприятности. Это может быть из-за этого, а может быть еще... Так, смотрите, будьте внимательны по поводу двуличных людей.
Это может быть воровство, это может быть кража, это могут быть какие-то нападения, м, это может быть еще какие-то убытки, либо может быть какая-то вот ситуация подлости со стороны человека, который вхож в ваш дом, в вашем доме. Так, это может быть воровство идей каких-то ваших, допустим, если по работе. Но тут здесь идет какой-то обман. Вот вы что-то узнаете, какая-то будет неприятность. Обман, воровство, человек, который вхож в ваш дом, потери какие-то. Ну, что-то с этим связано. С работой. Вот что-то с работой еще может быть связано. Так, дальше. Так. Угу. Так, что-то маловато вроде как совпадение, но будем смотреть еще. Так, есть у нас здесь интимная связь. Так, интимная связь. Либо может быть у кого-то какая-то, знаете, упадок сил. Захотелось вот просто полежать. Либо интимная связь. Так. Верность. Обещание верности. Обещание верности. Для кого-то, смотрите, для кого-то это обозначает верность в отношениях, для кого-то верность своим идеям, своим целям. Вот для кого-то это обещание, кто-то вам что-то пообещает или обещает быть верным, допустим, или верной. Клянусь, я тебе не изменяла или не изменял, там, ну что-то из этой серии может быть. Либо человек какой-то что-то вам пообещает, и ему придется выполнять свои обещания. Так. Корона, кстати. У нас тут обещание какого-то влиятельного человека, который либо вот влиятельный, важный человек, либо представитель какой-то власти, либо может быть специалист высококвалифицированный, там, со знаком качества, скажем так, да. Либо это может быть муж, либо любовник для кого-то, да, ну, это любой мужчина может быть, но он очень влиятельный человек, представитель может быть, представитель власти и закона, либо очень богатый человек, либо ваш начальник пообещал вам что-то. Начальников тоже это показывает карта. Так, и смотрим. Но мы ее перевернуть не можем, поэтому это такая сопутствующая карта. И давайте-ка будем смотреть, что у нас тут еще совпадает. Да, совпадает у нас, я вижу, тут пропустила. Надежды на лучшее, подсвечник. Надежда на лучшее, какие-то улучшения. Дальше смотрим. Так. Угу. Так, тут нет. Тут вроде как тоже нет. Нет. Угу. Так, ну я вроде как совпадений больше не вижу. Если кто-то замечает, пишите мне, конечно, в комментариях. Ну что, давайте-ка подытожим, что у нас получается. Так, а у нас получается, ну вот где-то вторник, скорее всего. Так, а у нас вторник или среда? Так, вторник, скорее всего. Есть какое-то обновление чувств, да, вот как вспыхнули обратно чувства, если вы в паре, допустим. А вот если не в паре, то для кого-то это может быть знакомство, это может быть какая-то влюбленность, как любовь с первого взгляда. Так, ну есть дальше у нас
разочарование, есть какая-то печаль по поводу чего-то, есть какая-то неприятность. Дальше у нас есть надежды на лучшее, и есть у нас неприятность, может быть связана с какой-то усталостью, захотели полежать, упадок сил. Либо есть у нас тут какая-то ситуация интимной близости, ой, неприятность. Есть у нас к концу недели интимная связь и обещание верности, либо обещание какие-то человек дал вам. Человек какой-то влиятельный достаточно. Это может быть представитель закона или это начальник, какой-то влиятельный человек. Может быть, пообещал вам повышение, кстати, здесь тоже может быть. Может быть, это какой-то пообещал специалист вам что-то. Вот, допустим, специалист какой-то в своей области, высококвалифицированный. Либо обещание в отношениях, любовь до гроба, да, или еще что-то в этом роде. Так. И либо верность в отношениях, верность своему делу, верность своим принципам. Вот в этом плане тоже может быть. Так, ну вот такой вот для вас прогноз, дорогие мои. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.